Привет! Это снова вы, а это снова я. И наш сегодняшний блог будет на кухне за столом. И называется он People хавает. Что же хавает наш People? А People наш хавает ту политическую конъюнктуру, которую нам впаривают. Что случилось у нас в политике? А случилось, знаете что? А случилось то, что ни один местный житель не может стать руководителем региона. People хавает. То есть Уйба, ставленник Москва-Бада, двинул Михайлова. Михайлов сам родом с Печоры, местный. Но его убрали с помощью административного ресурса. Ни одного кандидата у нас в Республике Коми нет с Коми земли. Только ставленник и партии-спойлеры. А эти партии-спойлеры, они, кстати, в прошлом году очень много регистрировались. Вот для этого они зарегистрировались. Может быть, помните, у меня даже блог есть. Я помогал регистрировать тут, создавать отделение партия Танчики. Я просто узнал, что это за партия. Для чего она делается. Узнал я это вот у организаторов вот с Москвы. Вот. Поэтому как-то помог зарегистрировать. Этот человек хороший, кто этим занимался. Он реально горит, Рома. Так что, Рома, привет, что ты меня смотришь. Вот. Ну, я отошел. Помог и отошел. Дальше, пожалуйста, сами. Ну, эти вот партии, они есть вот партии-спойлеры. Понимаете? То есть Олег Михайлов допустил массу ошибок. Не, ну я не то, что против него, там сейчас не буду говорить, там коммунисты плохие, там или еще что-то. По-дружески, ну так сказать, по-братски, просто укажу на то, что либо, два варианта, я там не знаю точную кухню, либо Олег Михайлов глупый, общаясь с ним, как-то я не замечал этого. Либо его просто поимели. Почему? Объясню. Возьмем господина Навального. Что он говорил еще недавно после выборов в Мосгордуму, в Московскую городскую думу? То, что у них подписи не допускают. Они бракуют подписи у них. Короче, по статистике, притом информация вся открытая, это можно было найти самому. От 10 до 20, где-то до 20% подписей бракуют. Нужно было сделать на 20% больше. Он собрал почти впритык. 17 подписей забраковали, все, не прошел. А можно было собрать намного больше подписей. И не можно было, а нужно было. Но тот, кто ему там что-то на ушко подсказывал, а мы знаем, кто это, и с какой партии жуликов и воров он, он, наверное, подсказывал. Это первое. Второе. Я был в отделении, на собрании в отделении КПРФ Эжвы. Я предлагал им свою помощь в СМИ, помощь в освещении деятельности. Вот кто-нибудь из вас знал, что в Эжве есть отделение КПРФ? Тут пол Эжвы не знает, что они есть. Так, сами по себе люди. Приехала, я так понимаю, супруга Михайлова, что ли, Олега, или не она, что-то не представили, потом какие-то слухи ходили, непонятно. Приехала, какая-то девушка, такая в себя уверившая, такая какая-то, на понтах и хамоватая, немного. То есть хамоватая она даже там со своими. Я сидел, молчал, я не член партии, я куда там лезть буду. Я просто смотрел, что у них происходит. Так, там женщина сидит, взрослая женщина, она с ней как-то по-хамски разговаривала на какие-то обыкновенные вопросы. А почему, она спрашивает, а почему нету кандидатов от Эжвы, с Эжвы? Почему вы, она приехала же ставить городских. Она говорит, вот там городская, там вот это вот, у меня сейчас кличка миссис Да. Она тут Леониду Зильбергу давала интервью, да, Шиса, вы меня правильно поняли.
давала интервью, так у них там столько слов-паразитов, это просто ужас. Особенно да, миссис да. Ну, разговаривать не умеет от слова совсем, там в каком-то институте каком-то там работает. Ну, понятно, кто у нас работает. Ну да ладно, бог с ними. То есть она пришла, вот эта девушка, вся поверившая в себя, и всем сказала, что вот мы вам привезем кандидатов от Эжвы, вы с ними познакомитесь. А они даже не эжвинские. Женщина спрашивала, почему эжвинских? Ну, не выдвигаете от КПРФ. Знаете, какой ответ был? А что я вам всем вам званивать должна? Обалдеть. То есть, это что получается? У них в КПРФ внутри ячеек нету коммуникации, что ли? То есть, у них члены партии КПРФ, и я же не знаю, что творится в КПРФ в городе. Ну, о чем тогда, о какой победе может идти речь? О какой оппозиции может идти речь? Вы посмотрите на график Олега Михайлова. Кто его поддержал? Вот он там график выложил. Воркута, она вся против партии жуликов и воров. Там Гурьев, мэр, вот здесь всем сидит. Ворует уже просто в наглую. Город просто в разрухе. Уголь с Сибири возит в Воркуту, уголь в котельную с Сибири. И поднимает во время коронавируса, карантина этого, самой повышенной там самоизоляции, этого повышенного режима. Он поднимает тарифы ЖКХ на отопление, чтобы в Сибири покупать и откаты там получать, а не с Воркуты. У него уголь воркутинский не подходит, у Гурьева, для котельной Воркуты. Знаете почему? А он котлы туда поставил. А потом, когда поставил, выяснилось, а уголь, оказывается, не подходит. То есть он, когда ставил котлы, он не знал, что туда ставил. Ну, то есть схемоза понятна. Воровская, мошенническая схемоза. Вот. То есть Воркута красная, Усинск красный, там все работяги. Инта. Но туда не ездили никто. В Воркуте вообще этот там КПРФ, который поддерживает, он не живет, он в другом городе живет. Он у них там депутат города, но он туда даже на сессии приезжает редко. В Чебоксарах он живет. Обалденно. А вот когда они доехали там до Карткироса, близлежащие районы, они проголосовали. Усть-Цильма не за КПРФ, Удара не за КПРФ. Хотя там люди просто уже мучаются, к ним просто с ними надо работать. То есть нету единения. Да, оседлали КПРФ, оседлала эту тему ШИИСа, притом как оседлала. Когда чоповцы побили там женщин, туда пацаны поехали даже с России, бойцы. Этих чоповцев ставить на место. И потом люди, которые собирали этих добровольцев, эти люди с ШИИСа, которые типа защитники, сказали им, пошли вы нафиг отсюда. Написали, Вишневецкий написал даже заявление в прокуратуру на одного из человека, который помогал собирать людей туда, на ШИИС. И что они стали делать? Чоповцев на место ставить? Нет, они концерты стали устраивать. Они водили хороводы и пели песенки на ШИИСе. И после этого получили прозвище «шииснутые». Они слили этот процесс, они слили ШИИС. Он просто временно закрылся. И завтра он снова будет строиться. Они не решили проблему. От слова совсем никак. Ее перед выборами просто остановили. После выборов начнется все то же самое. И загонят туда потом срочников, и всех на пиндалях оттуда выкинут. Пока они там хороводы водят и песенки поют. Нет, там есть группа нормальных людей, там есть, я не говорю, что все. Я говорю вот именно, что есть защитники ШИИСа, настоящие защитники ШИИСа. А есть шииснутые, которые сели и на этом пиарятся, деньги на этом имеют. То есть там не все так гладко, не все так хорошо. Вот просто вот это я напомнил вам про этого Вишневецкого, который сейчас с Суйбой в десны целуется. Вот он, съездил туда, ты был на ШИИСе, я был на ШИИСе. А толку? Ну был ты там, и чё? Вот ребята поехали, когда ребята на ШИИС поехали, они поехали туда с целью. У них была задача успокоить чоповцев. Чоповцы попрятались по норам, под землю закопались. И сидели там 2 недели. И ребята эту задачу решили. Поехали туда всякие там Вишневецкие в матюгальник поорать. Ла-ла-ла. И все, что они решили? Ничего. То есть абсолютно ничего. Вот Олег Михайлов тоже вот эту фишку оседлал. Я даже блог на 7 об этом писал.
Что когда люди плакали, говорит, что здесь мусор везут, помогите. Все молчали, все. А когда люди стали все-таки выходить и подтягиваться, они прибежали. Да, давайте, мы тут главные, главнюки. Но оппозиции нету. У них даже внутри раздрай, разброс. Я ведь говорю, если бы КПРФ занимала бы политику продвижения лояльных к себе людей, пускай не из партии КПРФ, а лояльных к себе людей на местах, да Уйба бы с административным ресурсом бы ничего не сделал, потому что за Михайлова бы подписи бы все отдали. Но они же этим не занимались. Куда деньги тратились? Поверили в себя. Просто люди поверили в себя, там, очумели немножко. Ну, правильно говорят, Михайлов молодой. Молодой не то, что возраст молодой. Опыту нету в голове. Нету опыта. Делает элементарные ошибки, не просчитывая шаги вперед. Ни на 2, ни на 3, ни на 4. Нету стратегического подхода к управлению КПРФ в регионе. Ну, нету его. Ну, молодой, да. Ну, давайте ждать. Давайте ждать. Станет старым, поумнеет. Нового молодого поставить. И снова будем ждать. А ситуация не меняется. Ситуацию надо менять. Но people-то хавает. People хавает. Так я что же предлагал-то? Пропустил тему. Вы же отделение КПРФ, говорю, давайте я вам помогу, там сайт создадим, будем освещать дела какие-то, ну, по крайней мере, людей привлекать, чтобы, как бы, люди, ну, по сценарию, по крайней мере, на вашей базе как-то, на базе КПРФ, как-то себя могли реализовывать, не бежали там каким-то провокаторам, которые собирают кучку людей, выдвигает их в заведомо уже, знаешь, ну, места, где они будут задержаны, сами провокаторы туда не суются, сидят в кустах, этих задерживают, они их фоткают, снимают и говорят, репрессии, смотрите, их посадили, их задержали. Да, естественно, их задержали. Вы выставили их уже из расчета того, чтобы их задержали. Вот чтобы к этим провокаторам не шли, у нас они есть. Чтобы к этим провокаторам не шли, то есть полноценно реализовали свое право на митинги, свое право высказать голос, реализовать свой голос, ну, по крайней мере, на какой-то политической платформе. Пускай она там плохая, вот я ее критикую, вот я просто по-братски эту КПРФ критикую, что нужно сделать. Я не говорю, что она плохая, я не говорю, что не надо ее. Олег еще, я думаю, проявит себя, и за него я знаю, еще когда он в Химбиле учился, он там, у него одногруппник мой, хороший корефан, там много чего про него рассказывал, как они там ездили по всяким, ладно, дело прошлое, вот, ну, нормальный, я думаю, ну, ему главное слушать людей. Я им предлагаю, мне говорят, да, все, давайте создадим группу, все, вас сделаем, и все, и ни ответа, ни привета. То есть сказали бы, не, слушай, Искандаров, ты там очень много там что-то наговорил про всех, тебя тут половина наших ядросов не любит, давай, короче, ну, не надо к нам лезть. Я говорю, окей, ребята, спасибо за правду, там, лупану в десна, и ушел бы. Ну, по крайней мере, это честно. А стоять мне, да, мы вас сделаем там админом, да. И что мне потом к ним бегать? Олег, а вот вы обещали, а почему не делаете? Так что ли? Ну, ладно. Жизнь покажет, а people схавает, что кто был прав, кто не прав. Ну, вот оно и не прав. Ваше здоровье. Так что ж думайте своей головой, господа. Не поддавайтесь на провокации. Время сложное. Ну что, победа будет за нами. Пока.